Прежде чем завершить свою смену, нужно обязательно сделать необходимые замеры. Сегодня мы отработали, я вам скажу, на ура, потому что приняли мы 58. Сдаем мы смену 170. Эта 50-метровая чаша – один из 4 сгустителей Куранакской золотоизвлекательной фабрики. От качества ее работы зависит весь процесс обогащения металла. До недавнего времени многое делалось вручную и под открытым небом. Теперь после реконструкции построены служебные помещения, а за дело взялась автоматика. Ну что я могу сказать? Конечно, гораздо лучше. А в этом цеху расположено еще одно важное технологическое звено. Компрессорную станцию не зря называют легкими фабрики. Без кислорода не обходится ни один химический процесс. Вот только воздух до сих пор нагнетают двигатели, выпущенные полвека назад. Впрочем, работать осталось им недолго. В разгаре наладка современного оборудования. Будет экономия электрической энергии порядком 15-16 миллионов рублей. За 50 лет работы это далеко не первая модернизация фабрики, но одна из самых масштабных. Пожалуй, нет ни одного узла огромного механизма, который бы остался без внимания инженеров. Эта фабрика еще покажет без особых каких-то реконструкций. То есть ведь в принципе эта схема технологическая остается. Мы меняем просто оборудование и меняем, повышаем знания работников. Куранакская ЗИФ относится к числу крупнейших в России. Замена и настройка оборудования позволила добиться одного из лучших показателей в мире. Извлечение драгоценного металла из руды вплотную приближается к 90%. Как следствие, непрерывно растет объем добычи золота. Если в прошлом году мы добыли 4 тонны 500 килограмм по итогам всего года, то эту цифру мы уже преодолели 1 декабря. Вот. План у нас 4700, но я думаю, что это мы цифру в ближайшие дни достигнем и дадим дополнительное золото. Рекордные килограммы металла добываются в одном из самых суровых мест на планете. Зимой месторождение Куранакского рудного поля накрывает туман, а температура опускается до 50 градусов мороза. В такие дни техника, доставляющая руду из карьера на фабрику, работает на пределе, но процесс остановить нельзя. Ну, сейчас вот монтируем электропроводку, сам нагреватель уже установлен. Вот погрузчик будет работать. Автономная система, независимо от самого двигателя. Нагреватель на бульдозере нужен для того, чтобы во время работы не замерзло дизельное топливо. Еще специалисты утепляют двигатель, кабину и меняют жидкость в гидравлике. Предпочтительнее та, что применяют в авиации. Она жидкая, как правило. То есть мороз она так сильно не загустевает. Через несколько дней к работе по добыче золотоносной руды присоединится этот большой электрический экскаватор. Он недавно прибыл из завода-изготовителя, и сейчас бригада наладчиков готовится к первому запуску. Он работает в любые морозы и грызет нормальный грунт. Гидравлика не может взять породу, нас туда загоняют, мы грызем. Экскаватор считается одним из наиболее мощных и надежных. Все компоненты, начиная от металла ковша, заканчивая электроникой, произведены в России. Сейчас можно, наладчик будет сидеть даже в Москве, и он будет видеть, работает экскаватор, не работает. Первыми все преимущества новой техники смогут оценить машинисты. В просторной кабине удобный пульт управления, широкий обзор и предусмотрено место для отдыха. На старых машинах практически у всех машинистов виброболезнь. Это профессиональная болезнь, которая при работе на рычагах у них виброболезнь. Здесь уже вибрации отсутствуют. Приобретение новой техники и модернизация фабрики – основные статьи инвестиционной программы 2016 года. Она рекордная – 3 миллиарда рублей. Для достижения максимального эффекта деньги важно грамотно распределить. А вместе с внедрением новаторских идей по сокращению расходов экономические показатели предприятия стремительно идут вверх. Внедрение новых технологий, они, конечно, связаны с большими такими, так сказать, умственными вложениями, с проектными работами и, безусловно, требовали много самоотдачи и, так сказать, такого серьезного отношения именно к производству. В активе компании находится более 70 идей по снижению издержек. Около 20 уже успешно применены на практике. Например, футировка самосвалов. Благодаря специальной подкладке грунт не примерзает к кузову и при выгрузке легко высыпается. В итоге водитель не отвлекается на отбивку руды и перевозит большие объемы. Теплую руду кидают на кузов, она сразу прилипает. А с футировкой нет такой проблемы. Приехал, разгрузился и даже не заглядываясь туда. Изобретать приходится даже там, где, казалось бы, давно уже все просчитано. Что нового можно придумать при закладке взрывчатки? Для того, чтобы заложить заряд взрывчатки, для начала каждые 6 метров бурят скважины. В каждую из них засыпят по 200, по 300 килограммов вещества. Для того, чтобы взорвать весь этот участок, требуется около 170 тонн взрывчатки.
Но взрывники при этом в творческом поиске. Стремятся разрушить породу максимально аккуратно. Заряд закладывают так, чтобы руда не разлетелась, а просто приподнялась. Внутри происходит взрыв, разрушение горного массива, и сама горная масса остается как бы на месте. В итоге радиус разброса руды при взрыве получается с каждым разом меньше, а золота в районе очага удается собрать больше. И так на всех участках длинной технологической цепочки, от которой зависит благополучие сотен семей металлургов и укрепление золотовалютных резервов страны. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Олег Петрухин. Вести. Алданский район.